почетные гости, приветствуем вас на торжественном мероприятии, приуроченном присвоению муниципальному району Хунзавский район почетного звания «Литературный район России». Сегодня на нашем мероприятии присутствуют почетные гости и члены Союза писателей России и Республики Дагестан. Геннадий Викторович Иванов, первый секретарь Союза писателей России. Магомед Ахмедович Ахмедов, председатель Союза писателей Республики Дагестан. Надежда Александровна Мирошниченко, Владимир Евгеньевич Сорочкин, Нина Николаевна Дякова, Алексей Викторович Полубота, Валерий Анатольевич Латынин, Османова Кира Павловна, Гамзат Магомедович Изудинова, Мухиддинов Шамиль Магомедович, Залина Басиева, Сергей Юрьевич Соколкин, Василий Николаевич Попов, Вадим Федорович Терехин, Залму Батырова, Магомед Ибрагимович Магомедов, Муса Расулович Багамедов и многие другие. К великому и мудрому слову испокон веков у нас относились как к молитве. Именно поэтому Хунзак подарил Дагестану и России поэтов и писателей, которые смогли погрузить читателей в особый мир человечества, сакральную значимость родного языка и трепетное отношение к самобытной культуре. Слово для приветствия предоставляется главе муниципального района Хунзавский район Нурмагомеду Максудгаджиевичу Задиеву. Дорогие гости, уважаемые присутствующие земляки, мы рады приветствовать вас на древней, благодатной хунзавской исторической земле. Хунзах – древнейший политический центр Дагестана, страна Золотого Трона, государство Сирии. Славится величием истории, культурными традициями. История Хунзаха насчитывает более 2500 лет. Так что нет ничего удивительного в том, что этот район стал колыбелью цивилизации горцев, что множество ярких имен засияло на небосклоне Хунзавского плато. Хунзавский район по праву считается столицей поэзии, которая подарила всему миру более 50 известных поэтов и писателей. Среди них классики дагестанской литературы Тажидин Чангай, Гамзат Чаласа, народные поэты Дагестана Расул Гамзатов, Фазу Алиева, Заид Гаджиев, Магомед Аббасель, Залму Батырова. Имя Расула Гамзатова известно на весь мир. Его произведения переведены на многие языки мира. А песня «Журавли», посвященная погибшим на войне, стала символом народной памяти. В 2003 году Расул Гамзатов удостоился высшей награды страны ордена Андрея Превозванного. Великого поэта Расула Гамзатова был и не менее великий отец Гамзат Чаласа, классик дагестанской литературы. Аулцада – аварские Афины, который благодаря Гамзатовым стал гордостью, богатством и достоянием всего Дагестана и России. Еще одной прославившей Дагестан на весь мир личностью является поэт Фазу Алиева. Яркая, неординарная, открытая и сильная Фазу Алиева стала первой женщиной, награжденной высшей наградой России орденом Святого Апостола Андрея Первозванного. Многочисленные поэты и писатели хунзавцы внесли огромный вклад в развитие дагестанской и русской литературы. Благодаря этому Хунзавский район по праву удостоился почетного звания «Литературный район России». Это большая честь и гордость не только для нашего района, но и всего Дагестана. Мы надеемся, что Хунзах еще долгие годы останется литературным очагом России, который будет дарить миру все новые и новые таланты. Еще раз поздравляю вас всех и спасибо с праздником. Не всякому дано почувствовать свежесть гор и пение рек, красоту горянок и отвагу джигитов. Не каждый поэт и писатель может выразить чувство скрытного хунзасца, сноба или же угадать любовь в глазах скромной дагестанки. У наших это было и будет в крови. Спасибо за то, что вы воспели прекрасное. Слово скажет настоящая хунзасская женщина, истинная горянка, народный поэт Дагестана, наша Залма Батырова.
Сегодня гостеприимный Хунзах на родину замечательных поэтов, талантливых военачальников, ученых, мудрецов приехала большая делегация поэтов. Мы бесконечно рады. Я благодарна вам, несмотря на такую обстановку, несмотря на эту болезнь, у вас хватило мужества сюда приехать. В этом большое уважение к нам. Я преклоняю перед вами голову. Большое спасибо за то, что вы осмелились приехать в такое тяжелое время в наш район. Хунзахский район дала Дагестану и целому миру целую плеяду замечательных поэтов. Я перечислять их не буду, вы их всех знаете. Но сегодня одним из первых писателей был из Хунзаха был Махсуд Алиханов. Один из первых писателей. Это генерал-лейтенант царской армии, талантливый художник, дипломат, который без единого выстрела объединил Невское ханство Русской империи. Хунзахская плата процветания литературы заложена в народе. Особенно отличается батлайчинцы, откуда родом Чанка. Я не ошибусь, если я скажу, что там каждый 10-й человек, прозаик или поэт. Также талантливые танусинцы, цадинцы, всех не буду перечислять. Очень много, около 50 поэтов на Хунзахском плато. У нас в народе заложена эта любовь к литературе. У населения живет одна женщина по имени Сабигат. Эта женщина пишет стихи, наизусть их читает часами. Старая женщина, ей за 80 лет. Она может все перечитать и читать то, что она написала. Благодаря советской системе, как бы ее некоторые не ругали, по-настоящему начало процветание национальной литературы. Многие народные поэты получили возможность учиться в литературном институте имени Горького. Магомед Сулейманов, будучи еще студентом этого института, перевел Евгения Онегина на аварский язык. Это было целое событие дагестанской литературы. Аварцы могли читать произведения Пушкина на родном своем аварском языке. В селении у нас один зоотехник был, я скажу о любви хунзахской к литературе. Этот человек Захид Абакаров наизусть знал Евгения Онегина и на русском языке, и на аварском языке. И вот он отрывки читал то на русском, то на аварском, сравнивая величественный перевод Магомеда Сулейманова. Расул Гамзатов и Фазул Алиева, Василь Магомед и другие поэты имели огромное значение в становлении дагестанской литературы. Сегодня их нет, но в произведениях, сохраненных их произведениях их живут их идеи. Они продолжают воспитывать подрастающее поколение в духе дружбы, в духе интернационализма, в духе любви к родине, в духе порядочности и честности. Хунзах с давних времен был центром литературного языка. Аварский язык – очень красивый язык, с большими возможностями язык. Порою очень трудно для подсрочного перевода найти слово. Этот язык считают одним из красивейших языков мира. Это не мои слова, это слова ученых. Но, дорогие друзья, сегодня есть опасность исчезновения этого языка. Исчезновением языка исчезнет то богатство, которое заложено в этом языке, фольклор, народная мудрость, притчи, предания старины, очень богатейший язык. Книга пословиц и поговорок, это невозможно полностью переводить на русский язык. Это кодекс жизни человека. Человек, который прочитает эту книгу, он научится жить, правильно жить, честно жить. Но исчезновение языка – это сейчас очень даже опасность для нас. Русские писатели всегда любили Дагестан. Дагестан тоже любил русских писателей. Когда в 25-летней войне победителю царю русские писатели не пели песни, они пели дагестанцам.
По их записям, по их некоторым произведениям мы узнали очень много нового о нашем Дагестане, о наших героях, которые в то время воевали на Ахулго. Я думаю, сегодняшнее мероприятие тоже поможет сохранить существование нашего родного языка. Что-то новое надо открыть, что-то нужно придумать, чтобы сохранить этот язык. Это самая большая опасность. Дорогой наш Расул говорил с грустью: этот Дагестан не мой Дагестан. Сегодня я вижу основную цель и задачу перед руководителями районов Дагестана сохранить былой Дагестан, вернуть Дагестан в свое былое русло, который любящий поэзию, любящий поэтов, который боролся против нечестности, против всего негативного. Дорогие наши поэты, которые приехали к нам, дорогие наши любимые поэты, начиная с Чанка, Расул, Фазул, Хамзат Адаса, всех перечислять я не могу, не буду. Я вас люблю, мы все вас любим, как мы любим наши прекрасные горы. Мы любим вас, как мы любим наши чистые небеса. Мы любим вас, как любим наши глухие ущелья и серебристые водопады. Мы вас очень любим. Поэзия, поэтическое слово сегодня очень необходимо и нужно. Было время, когда поэтическое слово наравне с оружием было во время войны. Вспомним песню «Вставай, страна огромная». Сегодня нет войны. Сегодня есть другая война против коррупции, против всех плохих проявлений жизни. Но сегодня поэзия очень нужна. Без прекрасной музыки, поэзии воспитать лучшие качества человека невозможно. Я призываю вас любить поэзию, читать книги, знать поэзию. У нас в Хунзахе любого старика поднимите, который на Гадикаре сидит, он поднимет и из каждого поэта, из каждого произведения поэта прочитает какое-нибудь стихотворение. Они любят, они знают. Не думайте, что поэзия не нужна. Поэзия нужна. Поэты тоже нужны. Любите поэтов, читайте поэтов. Я думаю, все будет хорошо, все будет красиво. Еще раз я благодарю вам за ваш приезд. Спасибо всем. Спасибо вам большое. Залма, вы действительно правильно сказали, у нас каждый горец говорил как поэт. И даже в самых маленьких селениях были люди по зову сердца, пишущие стихи. Поэзия, впитавшись в душу народа, оживила и обогатила героя своего времени, воплотив в себе лучшие черты и качества настоящего хунзахца и дагестанца. السلام عليكم دوست جماعة شحال أرجع أنا أرجع شو صاير شفت يا خبر محمد هو بيكنجس كازتا لباقمش عن قاط يا كيتش إذا هنجي حرام تموت
Tu çalan şide yok diyor. Allah kuda keçu. Berazul nursu nefsi pat bihkani. Sabro rak atto. Aad mukhisu. Khalq aciz hayur adan yatidam. Adam berazul nizam bihkani. Unko insan dayay. Sifat kuru day. Dis sabro şuara acayip bu. Vahhay hurul inday. Malayik tinday. Dil halar dişkizi. Seyit amre. Eci sana koydu. Allah sayın. Hadi de geç gitti şikir amre uydu. Tiyah kabar şıkabı. Assalamu alaikum. Ve alaikum salam. Şibu kari. Şibu kumer. Kim Allah kabul olmuyor. Şibu tiyah batiyah kabar jo. Evet, adası Hamza Tilçaç akatma kusturu hancı kadiracı. Şibu devatı. Aşpaz aldı ya. Aljan oldu janistan can kaya cüyetine. Jegi hümet kıralda huri bakmak paneçin. Çalar üstü de adası Hamza Yahyat yavru geç. Var mı var? Vallahi rahmu kanatlar. Şu ahiz ayşe rahmu var bize.
عين عمير خلاص أنا خلاص أنا شوية كنا دقات كل تنين نكراد شو كي قوي بتشاهين قارب شو نكينني كت مجلس إسماعيل الوعزة عدق بوسيج عمير الحيوان حلودك أنا السورة يضي عند أموارب هيكينا سورة أموداتنا سقوانا قيس كستبونا عاش كاشو عوجا دقرو قيشو تيزي خاتو إسماعيل سبع أكادي توتاش أنو كانو خاتو كاشيرودا إخكادي مخات خورخنا إسماعيل أكتورا جالدا عادام كاشادي عن هطلب ميك إيشو وحكورا كاما شون عكامور هانجي أو ماسي تشاكو عديدان تشاكادي كيواخو ميركنا عكا ورتنا بوعلو عمدي سوعدين عبدوك أبيت عمد عدو سانتنا دونكي دير أمنجي أسو توخمجي تودا شواريشن كير دروجنا إيشكو حلات لاندا دي سابورا وعزاق أچانيشن عاويقنا هيك چیزا إجهاد غور كروجل وبيريخ كلش غورن عن كور دولغون تلامن راج ألغون شابو أنكو هانزل هودو بكم هراي ما دادو واشي بدو ناخي بيلا رابجوت إخون شوات أنني أكاد تنخموجين أبوغون أحرجو هيخون شيك أشانني هاني بشوموجين الجروي وكوش هيك بوغو نيجي شاكراتني تيميري محمد عدد هيك إزهارات هابيدا ركلو خرب يسالون هلاريش عيد العكا هلادي خمو والله خطوة والله نشتري أصلا. Woensdag uitgeven over het hartje. Wees aan de diensten die haar zal maken. وهذا الحال هذا هذا Evvela siyaseti, irsati tara, hakkatar şabosi nusaketi, kinma gugur kharar, baktum betina, sayakın bugünler, baharası. دنیا العالم مشهور بازار خزینه خوب زکیده بوده میچه هرای خواهد عده خوب دینی در بیده که مراک هست بینه کنین گویده عین سلامت Quando fui do morro que repurimistarul musa unuye. Jigi batta bitkaria hangi. Racha bazara de jaqa bosize. Jadigi عقدي عقفت أبي وطلنا قرارات نجحت. يا نسمتنا حتى عشتنا بحلاتك باجا دي تشاس بيشان كي يعقل. يا وخنا كانوا بعد كان أنا حاسة بروح بيجي أشي. أزوجي قال عادي أنا ممكن بس ما كنت أقول شيء مني. والله حالي وشوية تقول عندنا وشيء مع روح روتسا هو وليتو دنيا لها أنا تبدا مع روح روتسا هو وليتو دنيا لها أنا تبدا ودني الإحساس ده شنقي سرورا هدي عليك أنا منك كرامكو
эти же عادة زوزولي نورا مش هغيرش تزوج شو أيوه نور أسوق داش سنة أفكر هيك عادة زوزولي نروح نسوق عادنا مجلس هذا بيجي جواري كبر هذا شو عادة تو عادة مسو عمره بيتين هذا جيو جو وقت جنوك أنيجي هو خلق الله يقول جو هو إيه نبرع بيتني عادة مسو رات جي كير جي أكيد سو عمره بيتين أبوك نوره عادة ما روج شو هنت أقوم شو دوجي شيء نيجي تماك مثل أتني كيري برين عندو كيك إيريو عشالي ما تصحى بوجو بيتين أمير هبي جوجو إنك كذا هنا يا إيش هون Сегодня мы с вами впервые проживем важный исторический момент. Хунзакский район с минуты на минуту получит почетное звание «Литературный район России». Для присвоения почетного статуса «Литературный район России» слово предоставляется Геннадию Викторовичу Иванову. Дорогие хунзакцы, здравствуйте! Простите, что мы заставили вас некоторое время ждать, но мы стремились и как могли добирались. Вот, нигде почти не останавливаясь. Вы знаете, что в советское время литература занимала почетное место, значительное, серьезное место в жизни вообще советских людей. В воспитании детей, юношества. А потом так получилось, что воспитательная функция литературы была убрана. Этого не нужно, нужно только, так сказать, ЕГЭ там учить и все такое прочее. И в 90-е годы литература оказалась немножко на обочине современной жизни. И вот Союз писателей России работает в этом направлении, чтобы люди опять начали читать, чтобы люди опять начали как-то глубже думать о жизни. Вот. И через литературу мы надеемся, что все-таки и воспитательная функция молодежи, она тоже будет работать. Но самое главное, мы хотим, чтобы у нас в России рождались снова и всегда талантливые писатели, чтобы у нас рождались и Пушкин, и Достоевский, и Гамзатов, и Фазо Алиева, и Кайсын Кулиев, чтобы рождались новые, талантливые люди. Поэтому литературу надо, я бы даже сказал, в наше время отношение к литературе надо возрождать. И мы затеяли такую премию «Литературный город России», «Литературный район России». И так получилось, что именно район, городов мы уже несколько наградили, а район, когда мы стали думать о районе, то сразу же мы поняли, что на первое место выходит Хунзакский район Дагестана. Я думаю, что вы все прекрасно понимаете, почему. Потому что здесь самое какое-то таинственное поэтическое место в Дагестане, не только в Дагестане, но и в России. Здесь рождались поэты, здесь жили поэты, творили поэты, рождаются поэты. И самое тоже еще важное, что в наше время руководители Хунзакского района, насколько я знаю, уже много раз был, вы знаете, очень трогательно относятся к литературе в целом, и к тем писателям, которые жили на этой земле. Я, знаю, что многие руководители района были знакомы лично и с Фазо Алиевой, и с Расулом Гамзатовым. А это очень важно личное знакомство. Я тоже был лично знаком и с Расулом Гамзатовым, и с Фазо Алиевой. Редактировал их книги, в Москве издавал эти книги. Поэтому с особым чувством, друзья, я в Хунзаке нахожусь и буду вручать сейчас то, что я должен вручить. Но сначала я еще скажу немножко от себя. Что такое ваша хунзакская земля? Один мудрец сказал, что
у поэта первая строка приходит от Бога, а дальше уже поэт, твоя задача на этом уровне написать все остальные строки. Так вот, на вашей хунзакской земле мне оттуда пришли строки, и не одна, и не две, но я вам просто прочитаю 2 стихотворения, которые именно я начал писать на хунзакской земле. С горы Седло шла туча на Хунзах, шла туча на Хунзах и на аул, к дождю менялось небо на глазах, к нам приближался небосвода гул. Но поднимал за дружбу я бокал, за братство и единство всей страны, и напоследок я еще сказал, за то, что больше не было войны. Со мной согласны были Магомед и друг Мухуч, и все, кто за столом. Пускай нам туча застилала свет, пускай гремел над нашей крышей гром. И ливень лил, и небосвод гремел, основы сотрясая бытия. Но песню, что один из нас запел, все подхватили, как одна семья. Друзья, я на вашей хунзакской земле всегда вот это братство, это единство всегда ощущаю. И это прекрасное чувство, заодно это можно было бы награждать Хунзакский район. И второе стихотворение я посвятил моему другу Магомеду Ахмедову. И тоже здесь, так сказать, в Хунзахе пришли мне первые строчки этого стихотворения. Точнее, не в Хунзахе, а около водопада. Жизнь дарит многими дарами, лишь были б мы к ней не глухи. Я выступал перед горами, читал им новые стихи. Стоял над пропастью, волнуясь, вдали была гора Седло. Я настроению повинуясь, читал про русское село. Соединял родные дали, и эти горы всей душой, чтоб никогда не воевали, чтоб мы единой силой стали. Кавказ и мой народ родной. Читал стихи перед горами. Смешно, наверное, Магомед, но ты читал перед полями. Тут ничего смешного нет. И даже это все не ново. Стихи читают и мирам. Я верю в искреннее слово. Оно понятно и горам. Дорогие друзья, а теперь вот пришла минута, когда я официально зачитываю приказ председателя Союза писателей России Николая Федоровича Иванова. Выписка из заседания секретариата. За заслуги перед отечественной культурой, русской литературой, многонациональной российской литературой, за сохранение единого духовного и литературного пространства России почетное звание «Литературный район России» присвоить Хунзакскому району Республика Дагестан. Я прошу... Всех от души хунзакцы поздравляю. Пусть дети растут, читают стихи, пишут стихи, любят стихи. Всем хунзакцам слава! Ура! Say
основанием для присвоения почетного звания «Литературный район России» служит первым и самым важным основанием служит то, что у нас родились 6 народных поэтов Дагестана и 1 основатель аварской классики Чанка. А потом уже наша с вами задача привлечь особое внимание молодежи к поэзии, сделать литературу мощным, новейшим фактором идейного влияния. При этом мы должны формировать среду, в которой образованность, эрудиция, знание литературной классики и современной литературы стали бы правилом хорошего тона. Уверяю вас, все это еще возможно. Слово для поздравления предоставляется председателю Союза писателей Республики Дагестан Магомеду Ахмедовичу Магомедову. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Без голоса в последнее время какие проблемы, поэтому прошу прощения. Прежде всего я хочу от всей души приветствовать на хунзарской земле, на земле Дагестана, замечательных русских людей, русских поэтов, российских, которые приехали к нам в гости. Давайте скажем им еще раз спасибо, и мы всех обнимаем душой. Дагестан всегда встречает гостей как поэтов. А если поэты приехали в гости, это значит как дважды поэтов. Мы очень рады. Дорогие друзья, конечно, сегодня замечательный день. В Российской Федерации начинается присвоение этого почетного звания с Хунзарского района. Конечно, если в Союзе писателей была бы коррупция, я мог бы это, наверное, перейти на свою сторону. Но я решил, что перед Хунзахом ничего не предстоит, потому что это столица поэзии, литературы, это столица аварского языка, это столица аварского духа. Поэтому мы всегда смотрим Хунзах. Вот напротив Хунзаха есть седло гора, под которой родился я. И когда я был уже школьником, первое мое желание было, все время смотрел в сторону Хунзаха, приехать сюда. Я школьником один, пешком из аула, целый день добирался до сюда, мне было лет 12-13, попил воду у памятника Гамзата Тараса. Я никого не знал, меня никто не знал. У меня была маленькая тетрадь стихов, я обратно вернулся в аул. И вдохновение писал даже стихотворение у памятника Гамзата Тараса. Вот с этого времени я почти каждый год бываю и тогда в Хунзахе. Поэтому я очень рад, что ношу это почетное звание почетного гражданина Хунзарского района. Здесь говорили, я еще раз хочу повторить, что сегодня в Дагестане главным, я в прошлый раз тоже говорил, главным человеком становится глава района. Если глава района любит и язык, и культуру, и литературу, и все, что связано с народом, все, что связано с духом народа, все, что связано с мужеством, честью, достоинством, исторической памятью народа, и поддерживает это, и значит, он будет поддерживать поэтов, он будет поддерживать литературу. Я очень рад, что в Хунзарском районе всегда это было и будет. Вам большое спасибо, что вы всегда так здорово относитесь к поэтам, писателям. Мы приезжаем сюда из Журавли. И какой бы гость ни приехал, приезжаем в Хунзах. И Хунзах всегда встречает и с открытым сердцем, улыбкой, и всегда пониманием принимает наших гостей. Дорогие друзья, желаю Хунзаху, желаю Дагестану беречь родной язык. Без сбережения родного языка нет сбережения народа, а сбережение народа нам необходимо. Еще раз поздравляю с этим замечательным событием
Желаю всем хунзасцам удачи, добра и счастья. Чтобы в вашей душе всегда была песня, стихи, чтобы вам пели такие же великие поэты, какие у вас были. И чтобы всегда хунзасская земля звучала на весь мир. Всего вам доброго. Спасибо. Слово предоставляется известному журналисту, публицисту, переводчику Шамилю Магомедовичу Мухидинову. Ассаламу алейкум, дорогие гости, дорогие долгожданные гости, которым мы гордимся, которым мы давно хотели видеть и встретиться. Ассаламу алейкум, дорогие хунзахцы и гости Хунзаха. Ассаламу алейкум, все дагестанцы. Я считаю, что это огромное событие в нашей жизни. Почему? Мы одновременно были озабочены изучением русского языка. Русский язык мы изучили, нас обучили русскому языку русские учителя. Только в нашем селе я узнал, что преподавали 25 русских учителей. Только в одном селе. Я помню свою учительницу русского языка Чуеву Александру Ивановну. И, конечно, задачу свою они выполнили настолько хорошо, что сейчас почти все стали говорить только по-русски. И вместе с тем, конечно же, мы не против знания русского языка. Наши предки знали много языков. Я гордился, что мой отец знал несколько языков, 5-6 языков. И я сам старался изучить разные языки. Я понял, знания разных языков не мешают знанию другого языка, а наоборот помогают. Поэтому это сегодня у нас в Хунзахе радостный день. Дорогие друзья, что интересно, вот это премию, вот это звание, литературный район России, это звание мы получили, написал стихи на аварском языке. Почти все эти поэты, которых мы считаем, они написали на аварском языке. И сейчас, вот почему беспокойство? Беспокойство тем, что вот на аварском языке не будут писать, сейчас мы начнем писать на русском языке. Но это, конечно, будет слабее. Я хочу сказать, что фактически я очень благодарен, как здесь все другие тоже сказали, чтобы к нам приехали в гости. И у нас радостный день, то, что у нас гости. Но вместе с тем, я хочу сказать, мы пишем стихи. В Дагестане очень много, вот здесь сказали, очень много людей, которые могут писать стихи. И наш классик аварской поэзии Чанка, Тажудин Чанка из Батлайча, это человек, о котором очень много написали стихи, очень много написали о нем статьи. И действительно, он является как бы главным. Но, несмотря на это, в каждом селе, какое бы село ни считали, здесь в районе очень много сел видно, с одного места видно много сел, в каком бы селе мы не были, мы видим, что там есть отличные поэты, отличные писатели, отличные драматурги там, и так далее. Я не буду долго говорить, но чтобы не казаться, что мы хвалим себя, а не пишем ничего, я прочту стихотворение, которое я написал, чтобы показать, что мы русский язык тоже знаем. Я по-русски написал стихотворение, и я хочу его вам прочитать. Какой жестокий этот мир! Терзают души постоянно
враги, друзья, и кто мне мил, вонзают в сердце стрелы странно. Я что, пришел в сей бренный мир всем угодить, служить им всем? Аллах един, и Он Создатель, Он сущий мира властелин. Его господство признаю, и поклоняюсь, и служу. И каждый шаг стучания сердца Аллахом именем ввожу. Пускай порою трудно мне, порой совсем и свет не мил, но вера помогает мне, когда и вовсе нету сил. Я раб Аллаха, сознаю, зачем вы, люди, денно-ночно стремитесь сделать из меня халуя власти, разве можно? Нет в мире силы, кто бы нас смог сделать жалкими, отребием, не обуздать свободный дух, мне данный Господом с рождения. И одно маленькое стихотворение по-аварски, чтобы наши гости тоже поняли, что на аварском языке стихи очень красиво звучат. Сегодня главная проблема о том, что все стараются, чтобы хакимам было хорошо, а фактически нужно в обязательном порядке быть, чтобы у нас было достаточно храбрости, чтобы мы действительно не боялись сказать правду. Вот об этом идет речь. Муншибизи хулулю, харт авижун вукарау. Удио бетерханас витун чезе хаурау. Хит инал бакхил да ич адышай хабули. Удио Аллах сигурни шахелулю. Муншибизи хелулю халикату чеси. Чантине баарат карау макирау инсанаси. Абдуниял дирилан дудудулю чеси. Чихи такиян колеу адахал адамази. Муншибизи хулулю. Экамик абрави. عدان خونق تخوينش وثوق عدمزي عدلو هيك ويحج وشوكنا عدم تشيسي أدبل ده كوتاليو دين هيك وحماسي مش يبدأ قوليو مرو قولني شوجل قول أمومزش نكر وات أنصون رب ريك إخ داتسي هيك بيش هب كنا بدو خاصية ريتو قبراعي خي خليف خزي بهيش خلوجي واتس خلوجي قبح راعي خي عجرة هم داغستان بطلوا ريوتشيسي نيت ريت خنت عيني بطلوا مجوتشيسي شيخي نكر باقزي تقول عدمزي قولن سجدها بواتس بترهن الله سي الله است قرني موت أنا بكلا تعاتها بدل هدول خيري والله سي هم خدمون قولي زي خيرني كلارو عقلك قولي واتس فكرك قولي واتس خاطر أمومزو أداها بن قولي واتس بحبتي بيحبك بداغستان كقولي قيمة المرزول بورخك كقولي خارل أموم الروتون هذو الزنازي قولي زوبل رات الرجال بترهن سي قولي زي ديبوت عني ريتو خيك قولي قولوكي تحليك حليكة وتشيسي la
Расул Гамзатов и Фазу Алиева стали новым этапом развития Дагестана, повернув всех к культуре, поэзии и философии. Эпоха Расула и Фазу – это золотой век в литературе Хунзака и Дагестана. Слово предоставляется поэту Алексею Викторовичу Полуботе. Добрый день, дорогие друзья! Для меня честь сейчас перед вами выступать, говорить вам приветственное слово. Конечно же, я поздравляю вас с заслуженным званием литературы. Я второй раз на вашей земле был на 90-летие Расула Гамзатова в ЦАДе. И уже тогда заметил, как здесь чтут имя Расула Гамзатова и вообще поэзию. Даже вот то, как нас сегодня встречает, говорит об этом. Я много занимаюсь в последние годы сохранением памяти русского поэта Николая Тряпкина, тоже замечательного поэта 20 века. Приходилось со многими чиновниками общаться. Да, где-то в глубинке, может быть, еще мы находим понимание, но чем выше чиновник, тем сложнее до него достучаться. У вас, я вижу, ситуация другая. Здесь действительно поэзия остается, ну, как мне кажется, как я это вижу, одним из важных факторов жизни. И поэтому, наверное, всем нам есть чему сейчас уже у вас в этом смысле поучиться. Еще хотел бы сказать о том вот беспокойстве, которое звучит и вчера, я об этом слышал и сегодня, о том, что проблема с дагестанскими языками. На самом деле не все так безупречно и с русским языком, и проблема перед нами, мы как бы занимаемся одним делом, сохранение культурного многообразия. Вот мне немножко приходилось общаться с молодым поколением, со студентами, причем они, правда, не филологи, там, юристы и так далее. Они просто не понимают, вот если им прочитать многие какие-то стихи, классики там, 19 века, даже начала 20 века, они многих слов просто не понимают. У них уже какой-то свой там сленг и так далее. То есть в век интернета нависла угроза и над кириллицей. Поэтому это наша как бы общая с вами задача сохранять культурное многообразие, противостоять вот этой всемирной унификации. Вот я вижу, что вы с этим боретесь, и, конечно, это очень хорошо. Я хотел бы тут по дороге, так, видимо, действительно у вас такая земля, располагающая к поэзии, написалось небольшое стихотворение. Через месяц будет 180 лет со дня гибели Михаила Юрьевича Лермонтова, который, как вы знаете, в одном из своих великих стихотворений связал навсегда свое имя с Дагестаном. И вот у меня как-то вот в некоторой перекличке с этим стихотворением написалось. И вот опять полдневный жар в долинах Дагестана, в музее под стеклом кинжал и строки из Корана. Кипит река, как чья-то речь, ни шороха в ауле, не все равно, где в землю лечь от чьей-то подлой пули. Парит над пропастью орел, и желтые вершины, как мавзолей тем, кто обрел покой несокрушимый. Спасибо большое, я еще раз вас поздравляю с этим почетным званием, вы его заслужили. Процветания вашей земле и всему Дагестану. Спасибо. Расул Гамзатов – это самая высокая гора в наших горских Афинах, гора, с высоты которой он увидел мир, и весь мир увидел его удивительную поэзию. Расул – это наше величие, гордость и посол мира. С именем Фазу Алиевой связана целая эпоха многонациональной отечественной литературы. Она внесла значительный вклад в сохранение и приумножение лучших культурных традиций своей Родины, обреченная выворачивать наизнанку душу свою и делиться своим заветным с народом. Это она. Выдающийся деятель культуры, народная поэтесса Дагестана, автор многих книг поэзии и прозы, которые вошли в золотой фонд российской и дагестанской литературы. Фазу Гамзатовна Алиева.
Kürdistan'a firket. Saluge abi. Rasulun Rahmeti verene kalan tanışının koş ama albatta habula kitila bisada hasnani zabida habunya wata. So ich so dann yakha Ali Rasulullah katsu akşim hamu yani istiyorum. Diğer sekreteris kritik obokun bar koyan kuna komsomoliyet. Hey hujite desan. Agarab iliç himuli vuk adati desabok. Kala bir halat amal bir ançay. Hatta inçip nasıl durur varsa. Kuli bu yapınç ki çorba bitsin. Oldu dünya valda varsa. Hamşi dikkat olacağız. Kur'an'a takayım. Nakli tarfayı tutuşu. Muş babası hamle. Dikkat zaman Kur'an. Солнечный луч по траве, шум родника и полянка в душистом цветении. Девушки шли за водой, вся природа приходит в волнение. Веселый смех, танец легок и быстр, удивляет кувшинов сверканье. Звонкая песня плывет над журчащей водой родника.
никогда не скрывали своей любви к родине. Писали стихи они, и в отличие от других народов, они прямо выражали свою любовь. Фольклор Дагестана славился своими произведениями о мужестве и силе духа. У нас великолепные сказки, рассказы, легенды, фольклор и колыбельные. Слово предоставляется искусствоведу, члену Общественной палаты Хунзарского района Кайтмазу Рашид-Дудиновичу Аварскому. Ассаламу алейкум, Хунзах района Джамаат-Чаи. Здравствуйте, уважаемые гости. Коль уж мне предоставили слово как члену Общественной палаты, я думаю, что гости поняли, что в Хунзарском районе функционирует и Общественная палата в том числе. Мы, все члены Общественной палаты, да и весь хунзарский социум и социум Хунзарского района с большой радостью приняли эту замечательную новость. И я бы сказал, что нам еще предстоит осмыслить значимость этого почетного звания «Литературный район России», ибо получить этот статус одними из первых, если не первыми, насколько я понимаю, первым. Насколько велика Россия, насколько много народов живут в Российской Федерации, вот если только вникнуть, что этот статус Хунзарский район получил первый из всех, это просто невообразимо, это почетно, это радостно, это ответственно. Я так думаю, что после получения этого статуса у главы нашего района на лице улыбка станет еще шире. Я представляю, как ему будут завидовать, да, собственно, и нам всем другие главы районов Дагестана. Чувство зависти же у нас хорошо развито, правда? Поэтому будем надеяться, что это будет белая зависть, и мы будем думать, что с этим делать. Если говорить о поэтах, о писателях, благодаря кому Хунзарский район сегодня получил такой высокий статус, то, конечно же, мы их любим, мы их ценим, мы дорожим ими, мы читаем их произведения. Мы еще недавно были свидетелями, когда президент Российской Федерации вручал высшие награды Российской Федерации выходцам из Хунзарского района, нашим землякам, Расулу Гамзатову и Фазу Алиевой. Мы тогда были поражены тем, что как высоко ценят творчество наших земляков. Простых, казалось бы, аварцев, которые научились складывать куплеты. Но куплеты оказались непростые. Они оказались с большим философским содержанием, с воспитательным эффектом и всем тем, чем мы, аварский народ и Хунзарский район, можем гордиться. Поэтому сегодня мы снова убедились, что если мы первые получили этот статус, это настолько неординарно, настолько неожиданно и настолько радостно. Вот если посмотреть в корень, как Козьма Прутков, по-моему, говорил, зри в корень. Вот если истоки успехов наших поэтов и писателей, если там какой-то глубокий фундамент, на котором они выстроили свою поэзию и прозу, вот я должен вам напомнить
что народное литературное творчество в Дагестане было очень развито испокон веков. Народное устное творчество дало и дает понимание тех событий, к примеру, я говорю, к примеру, тех событий, которые происходили в Дагестане в XVIII веке, когда на Дагестан напали полчища Надир-Шаха. Да, есть исторические документы, есть определенная достоверная информация, но суть всего, что происходило, имена героев, людей, тот патриотизм и то единение народа, которое было в тот период, до нас дошли именно в стихах, куплетах безымянных авторов с тех глубоких времен. Они известны, на них учатся, их осмысливают, там очень много интересной информации. Если говорить о второй половине XVIII века, все военные кампании, которые происходили в тот период с участием того же Умахана Аварского, они тоже описаны в строках тех же безымянных авторов, поэтов, о которых мы можем говорить только по их строчкам. И еще я думаю, что было бы неплохо вспомнить, что практически большой пласт поэзии присутствовал в так называемых траурных мероприятиях, когда плакальщицы и когда женщины одаренные, которые могли складывать куплеты, писали, нет, не писали, складывали куплеты и в устной форме, они до нас доходили о тех знаменитых личностях, об их подвигах, об их полезных деяниях, об их всех лучших качествах. Вот на этом и на таких людей как раз, на мой взгляд, и основывается современная поэзия Дагестана и аварского народа в первую очередь. Вот Залма Батырова вспомнила здесь, что в Хунзахе живет удивительная женщина, ей около 80 лет, Сапигат. Вот я общался с этой женщиной, она складывает куплеты прямо на ходу. Ни одной книги нет, никто их не перенес на бумажную основу. Вот если бы она была сегодня здесь, и у нас было бы время и желание ее слушать, она час, два, три могла бы с этой трибуны говорить, декламировать свои очень содержательные, интересные стихи. Это самородок, а таких, как она, мы ее знаем, о которых мы не знаем, было сотни, и они в глубине веков. Мы их помним, мы любим их творчество и понимаем, что на этом фундаменте выросли современные поэты и писатели Хунзахского района. Ну и учитывая, что регламент жесткий, долго говорить мне, может быть, и хотелось бы, но считаю неэтичным. Русские говорят, что еврейка должна быть длинной, речь короткой. Но в Хунзахе, как правило, и веревки длинные, и речи не короткие. Поэтому это еще можно злоупотреблять за столом в качестве тамады, но при данной ситуации мне остается еще раз поздравить всех присутствующих с этой высокой наградой и поблагодарить всех тех, кто причастен к тому, чтобы эта награда была определена и достигла пределов Хунзахского района. Спасибо вам всем. Всех благ. И всем присутствующим в этом зале желаю самого главного – крепкого здоровья и долгих лет жизни. Все остальное прирастет. Спасибо. От имени молодых поэтов Хунзахского района слово предоставляется Наиле Шамсудиновой. Добрый день, уважаемые жители и гости района.
Для меня, как для молодого представителя поэтов Хунзарского района, большая честь сегодня выступать здесь. Когда я писала свой первый стих, я даже не думала, что я буду здесь. Это очень приятно и волнительно. Хочу выразить огромную благодарность всем великим поэтам, выходцам из моего района, которые стали для меня примером и вдохновением. Хочу сказать, что нас, молодых поэтов, не так много, но я уверена, что каждый из нас не даст угаснуть пламени творчества. Дун йохара егу дун хаб поэзия шулцура враклал да ижараят едал. Также хотела прочитать вам одно из своих самых первых стихотворений. Называется оно «Жизнь поэта». Оно на русском языке. Жизнь поэта словно сказка, в которой только быль. Жизнь поэта как подсказка, чтобы украсить быт. Жизнь поэта не напрасна и не пусты пути. Жизнь поэта словно краска, ну а стихи холсты. Жизнь поэта словно воздух, поэт стихами дышит. Пьет поэт любовь как воду, он шепот души слышит. Поэт как ангел послан, чтобы тепло дарить. И мир поэта еще не познан, но будет вечно жить. Ну и в завершении, а если исчезнет мое вдохновение, стихами порадовать вас не смогу, значит, уже наступило забвение, значит, увы, я уже не дышу. Спасибо. Когда-то насмерть были здесь.
так останется великий наш Такураши. И все святое ваше воинство оставлено в наследство нам. Язык свободы и достоинства на все века и времена. Сегодня Хунзарский район современный и продолжающийся активно расти муниципалитет. Но перед нами стоит важнейшая задача – сохранить культурный национальный код, литературное наследие наших великих поэтов и писателей и сделать все возможное для воспитания нового поколения литераторов, читателей и мыслителей. Главное тут – лишь бы горел в сердце огонь у нашего поколения. دير قران تقول أنا تقوس في خزي أدي معروف خير واحد مش أنتظر القمر كابوت خزي خند البرد تيزا مش معروف كأول كأنك قامت أنك أتوني تلاش خلزك الشلش وشمع شهولي يتين بسيرات بوس بلاش مرغاو بجاودة غرغر بانوغو بيتشو خربا الخيار وهرب وكرا دي كانت بوس بلوغو بوس شوالي حساب Я всем облакам, что кочуют в горах, для друга любимого дам по письму. Ой, ветер, летящий на крыльях в Хунзах, ты другу поклон передай моему. Queduța literatură, nu hisada de bicioha cu jură. Reit unurat nedăsă, dut aderat verțile lupa. Bicul rane nedăsă, hauriu știca lupa. Chiar uia bucanegi, mungu giduțo vețugi. Dun di țeina, steca rane giduțugi. Оказывая помощь, не хвались и не стремись, о ней напомни другу, но забывать при этом стерегись оказанную им тебе услугу. Örtüşümde meyhalde zot elen hukun, bestar hüçaş makul tuğrağına. Undaç anihat azip kuli amun, raçka damon bitun çoğrağına. Ayıp haruge bestar hüçadı. Jibbugi hitina hunar kudiya. Bu'unu anası hitina rikel. Har avah anası mehjani. С людьми, не опускающими взгляда, мой город, обновленный мой Хунзах. Rasul Hamzat. Buyurun koçka kaz kal asara, bir de sahip kazı diyor. Yezu pasifke asir arora, Dağıstan'daki savgi ali. Untaraşlı şali, şima khekh edi ulma fırışko anıştmaydi. İyahri kharki, ruhi şuregi, halifi taçay çekli kuhali. Da inşuva şali azzamuka, ömrü inşali mişler hakkazun. Khiyar adamı, hadi murada,
но жертв Мурат алды, данды чужаки. Оставляю потомкам Дагестан, который я получил наследство от предков. Мой край любви, надежды, радости. Берегите все это. Без этого нет жизни и самих родных гор. Ватан мобот кизет от себедита, ситса таймасера кабдунялота, ситса абадия спунарим хабас, дил хасрата бекет бикарадутса, дун акару ясун кудаму ичон, кижара бросу кхиялам ниго, дун харим сасарат абиятасло, сехкут и дурастат, хидоли иго. Неискренность моя грозит бедою, и в то же время от беды уводит она цветок. В нем кто-то яд находит, а кто-то сок медвяный и густой. Двойное у цветка предназначение, и не похоже на пчелу змея. Так будьте ж век со мной, мое мучение, мое спасение, искренность моя. عبسي محمد رستلم عادت كبي خيمة لبوشكي جد باتسا دمالكي دون رسو سواسوبو خدوماتكو نوخولي خدوماتكو نوخولي همزن بوتولي دون رسو سواسوبو آديانات ödülü ağayan beş akuli şimdi giron halari dun rosу sواسوبو Кто сказал из ниоткуда, мы уходим никуда? Уходящая минута, как падучая звезда, но и гаснущие звезды оставляют долгий след, и проходит к нам сквозь годы их неугасимый свет. Rosta gotik ani ugodumese, remera rakshasna serdalanidi durgo tarikh tsefe, Dagestana, ebera shurukhti insuvat angi, enzi bichadedu qismata dasa, halmishen halqazu hikam adata, hadakhrusanedu, Tsaylu hijebiyah Dagestanada, tsontsuyas tanigi, tsodahaf duger, Nutsegi yetsuni durgo vazisi, issahi mayna, хезивукини. Крепки, как сталь, сыны земли родной, любимый горный край, ты, Дагестан, ведь при поклонах стороне чужой ты никогда не гнул свой крепкий стан. Земля народов вольных пред бедой сберег папаху ты в боях не раз. И стойкий Дагестан, любимый мой, достоинства ни разу не предаст. Так поднимись в полете гордом вновь, народов верных и героев край. Не раз ты ранен был, спасла любовь к тебе, мой Дагестан, ты это знай. Tarih
В статусе литературного района Кунзасский район, так же, как и раньше, будет выступать против таких человеческих пороков, как невежество, гордыня, мания величия, вранье, глупость, хитрость, зависть, бороться за правду, любовь, за сохранение духовной чистоты и традиций, унаследованных нами от наших мудрых и мужественных предков. Написанные нашими поэтами и писателями произведения будут способствовать сохранению в людях таких качеств, как честь, совесть, достоинство, мужество и непоколебимость духа, и призывать к братству между ними. Спасибо, что в такой важный литературный для нас с вами день вы были с нами. Мира, любви, здоровья и добра вам. Adam nakiake, večeri tokti.